Около 2000 книг передано в дар Новоафонской средней школе из личной библиотеки Александра Бардадыма. Московский поэт, журналист, переводчик Александр Бардадым в 1991 году окончил факультет художественного перевода Литературного института имени Горького. В августе 1992 года, услышав о начале войны в Абхазии, приехал сюда в качестве корреспондента. Воевал в рядах абхазской армии, погиб в сентябре 1992 года. 27 сентября 1994 года указом Президиума Верховного Совета Республики Абхазия посмертно награжден орденом Леона. Вся личная библиотека Александра Бардадыма теперь будет храниться в Новоафонской школе, в которой открыт зал его имени. Здесь много стендов, которые отражают различные направления литературных произведений, которые он нам передал. Он передал нам через свою маму. Его мама, Маргарита Александровна, этот дар бесценный сделала школе. И вот сегодня, в честь этого события, мы открываем этот зал. Молодой талантливый русский поэт Александр Бардадым любил Абхазию искренне, беззаветно. Он заинтересованно изучал историю нашей страны, литературу. Он почитал Апсора, традиционную культуру абхазов. Мятежная душа поэта тает над нашими горами, как след орлиного крыла. Строки из последнего стихотворения Бардадыма «Помянем тех, кто были с нами» стали своего рода гимном героев Отечественной войны народа Абхазии. Раскаленное время Александра Бардадыма. Поэта, журналиста, переводчика. Здесь его любовь к Абхазии, ее народу, ее традициям. Он очень любил Абхазию и запечатлел это в стихотворной форме, в его незабываемых строках, которые врезаются прямо в сердце, запоминаются тем, кто видит их в книге, кто книги эти читает. Александр Бардадым – один из немногих русских интеллигентов последнего десятилетия XX века, снискавших любовь истинных сынов свободолюбивых горцев Седого Кавказа. 16 октября Александр Бардадым отметил бы свое 50-летие. Рената Шакай, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.